Ремесленники представили многообразие форм и узоров традиционной посуды, отражающей самобытность региона. Эти изделия как хранители традиций и красоты. Выставка стала настоящим подарком для ценителей народного искусства. Это одна из составляющих частей нашей истории, нашей культуры, нашей традиции, быта, нравов, обычаев нашего народа. Это наши замечательные женщины, матери в свое время делали своими руками. И сегодня это искусство, оно не теряется, оно возрождается и совершенствуется. В экспозиции представлена посуда из самых разных материалов – керамики, дерева, металла. В такой утвари множество плюсов. Например, вот из поколения в поколение можно передать, да, эту вазу. Вот блюдо в нашем национальном стиле. В первую очередь вот это мне хочется подчеркнуть. Экология, Эся Цицкиева занимается гончарным искусством уже более 7 лет. Работа с глиной для нее своеобразная терапия. Ценность этого ремесла заключается в истории, которую оно несет, считает Эсет. Наши предки давно занимались посудой, и это больше было возрождение нашей культуры, нашего наследия. И надеюсь, что наши потомки тоже продолжат это ремесло. Среди гостей выставки школьники и студенты. Национальный стиль посуды не оставил их равнодушными. Мне близка наша национальная тема. Идея этой выставки мне тоже очень понравилась из-за ее особой ауры, из-за того, что посуда хранительница нашей культуры, религии, нашего достояния. Здесь же на выставке прошли мастер-классы. Все желающие могли создать собственное изделие из глины. Я давно хотел попробовать это искусство, которое делается из глины. И у меня выпал шанс сделать это по воле Всевышнего. Я сделал кружку. Кураторы выставки постарались показать, как трансформировались формы и декор посуды на протяжении веков, сохраняя при этом национальную идентичность. Это древнее ремесло, и наша цель показать, что это ремесло возрождается у нас в республике, что у нас есть продолжатели этого дела. Выставка стала прекрасной возможностью познакомиться с богатством и разнообразием народного искусства. Хадиджа Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.